Привет, друзья! Сегодня у меня по плану путешествие в газовый центр Якутии, колыбель Хамуса, землю аномальных явлений и якутских пустынь. В общем, Вилюйский район ждет нас. Загадочный и туманный Вилюйск не так прост, как кажется на первый взгляд. Люди сюда едут за ягоды, рыбой и дичью, не подозревая, что это настоящий рай для туристов. Огромнейшие поля, волшебные озера и даже своя собственная пустыня. А может, здесь и находится знаменитая якутская долина смерти? Я решила проверить эту версию и устроила свою экспедицию в самые дебри тайги. Ведь Вилюйский район – это место для тех, кто смело идет к своей цели. Наш путь к долине смерти я начала с Вилюйска. Отмечу сразу, что Вилюйск – это город, не село или поселок городского типа, а город с историей, давно переваливший за 300 лет. Как только ступаешь на эту землю, поражаешься огромным просторным улицам и все еще сохранившимся старым постройкам и памятникам. Здесь их огромное множество. Ведь Вилюйск называют городом-памятником. Архитектурные изваяния стоят чуть ли не на каждом углу. Вот один, второй, третий, четвертый. Думаю, вы поняли. Знакомьтесь, это священный Вилюй. Он символизирует великую реку Вилюй, на правом притоке которой и построен город. А основали его казаки в 1634 году. Правда, при правлении Екатерины II его называли Оленск. Ну, в то время была вообще большая чехарда с названиями. Но уже в 1783 году Вилюйск получил статус города. И после этого понеслось. В 19 веке сюда частенько ссылали неверных взглядам государства. Сам Чернышевский провел здесь 11 лет. Только представьте, 11 лет и 7 месяцев. Здесь родились первый якутский композитор Марк Жирков. Тот, кто боролся за автономность Якутии, Степан Ржаков. Сохранился памятник Ленину. А еще здесь зафиксировано больше сотни матерей-героинь. Это уже без комментариев. Самой необычной страницей истории района является приезд в Вилюйск в 19 веке английской сестры милосердия Кэт Марсден. Она прибыла сюда специально, чтобы найти поселение прокаженных и помочь им. В 19 веке люди считали проказу не только заразным заболеванием, но и проклятием. Заболевшие навсегда изгонялись в лесную глушь, где влачили жалкое существование. Кэт решила найти якутских прокаженных и помочь им. На путь из Москвы до Вилюйска у нее ушло полгода. У меня в голове не укладывается, как вообще эта хрупкая женщина, говорящая только на французском языке, смогла добраться до этих земель и не просто помочь, а открыть в 1892 году колонию для прокаженных на месте нынешней деревни Сосновка. Здесь до сих пор стоит памятник смелой и решительной Кэт Марсден. А газовым сердцем Якутии называют поселок Кысыл-Сыр. Здесь установлен памятник этому важному для нашего региона полезному ископаемому. Вилюйский газ сегодня практически в каждом доме. Он обслуживает весь регион. Но и это не все. Вилюйский район называют колыбелью Хамуса. Родина известных мастеров-хамусистов, село Хампа. Но я решила насладиться виртуозной игрой вилюйчан в самом городе. Местные не только сохранили старинные традиции игры на хамусе, но и разработали технологию изготовления этого музыкального инструмента холодной ковкой, а также возродили двухязычковый хамус. Если вы хотите узнать о районе еще больше, то обязательно забегите в Краеведческий музей. Здесь собрали все под одной крышей.
Битый час гуляю по Вилюйску, и ни молодежи, ни мужчин. А знаете почему? Потому что сенокос. Я впервые на массовом сенокосе, и для меня это целое открытие. Кстати, сенокошение было известно местному населению задолго до прихода русских. По описанию Серошевского, косцы размахивали косой над головой, затем, нагибаясь, концом железа подрезали полукругом траву перед собой. Они ее просто срубали, а не косили. Сейчас все решает техника. И что? Нажимаете. Ой, у меня... Здесь? Фу, все. Я ничего не сломала, я никому не должна денег. Все живы, ноги целы. Значит, сенокос прошел удачно. Как мне объяснили, скошенную траву оставляют лежать на поляне, чтобы она подсохла в течение дня или даже больше. Дальше граблями ее собирают в небольшие копны. Так, я даже не представляю, как вообще целый день, а? Поднимай, опускай, кучки создавай. Важно правильно утрамбовать траву, чтобы она потом не рассыпалась, когда мы будем ее насаживать на вилы. Еще одна нелегкая задача. Молочка бы парного. Остатки сена собирает трактор. Главное оставить после себя чистейшее поле. Тогда работа выполнена. Это самая легкая работа на сенокосе. Едешь, никакой машкары. Поднимай, опускай. Наслаждайся жизнью. Осталось наше заготовленное сено отвезти на сушку, подальше от коров и лошадей. Можно зимовать. Я заглянула в люксовый гостевой домик семьи Пахомовых. Место знаменитое хотя бы потому, что здесь останавливались российские космонавты и личный глава Якутии. За 2 с лишним тысячи мне достался вип-номер с личным душем и огромной кроватью. Ни комаров, ни шума, ни дыма, еще и завтрак с ужином. Ну чем не рай? День, конечно, был интересный, насыщенный, но я устала. Не знаю вообще, смогу ли заснуть после этих рассказов. Попытаюсь. Ночью мне приснилось много-много рыбы, щуки, окунь, ельцы. Надо с ней познакомиться поближе. Где ловить рыбу, как ни на одном из богатейших озер Вилюйска? Чтобы добраться до такого места, мне нужен настоящий железный конь. Вот этот малыш подходит. Вездеход на шинах сверхнизкого давления может не только ехать, но даже плыть. В запасе у моего трекала мощная электролебедка, автоматизированная система подкачки колес и даже подогрев сидений. Теперь мне и море по колено, и горы по плечу. А направляемся мы к непростому месту – озеру Сарданох, или по-русски Щучьему озеру. Оно славится своей волшебной водой, способной вылечить любые кожные заболевания. У меня был случай, когда вот это сын мой, уже больше года было, он не ходил, диабет большой был. Мы с женой так, как сказать, до 2-3 часов я смотрел, ухаживал за сыном, потом на работу же мне надо было, а потом после жена. Это дети там, сколько там таблеток, уколов там не помогало. Ну, вот это. Пришли сюда, набрали воду на тракторе туда, не такая дорога была, привезли воду где-то в бидончике, где-то в 30 чем-то копейка. Ага. И через неделю начал ходить, и пропало, и белым стал.
Щучье озеро, полуприкрытое белой дымкой, растянулось меньше, чем на 700 метров. Все это, как меня заверяют, чистейшая лечебная вода. И все это спрятано в глуши, подальше от человека. Вот оно, Щучье озеро. Наконец-то мы до него доехали. Будем лечиться. Местные уверены, если искупаешься в озере, то болеть точно не будешь. Еще одна загадка озера – в нем живет речная рыба. Правда, щук уже не так много, в основном окуни, которые плавают у самого берега. За ногу рыба упустила, я лежу и думаю, что это она подъехала к моему. Раз рыба сама плывет ко мне в ноги, надо ее ловить. Здесь это дело не хитрое. Давайте не будем вставлять программу. Что дальше ты делаешь? С Щучьим озером связано вообще очень много всяких легенд, сказаний. Вы пока их послушайте, а я рыбкой наслаждаться буду. Говорят, Сарданох очень глубокое озеро, и всех, кто пытался раскрыть его тайну, ждала смерть. Началось все много десятилетий назад, когда старик решил измерить глубину озера. Это был путь в один конец. Больше смельчака никто не видел. В советский период сюда отправили экспедицию ученых, которые взяли пробы воды для изучения ее состава. На обратном пути самолет вместе с водой разбился. Такая же участь ждала и автоэкспедиции исследователей. Никто не возвращался. Правда, я слышала версию, что это все ерунда полнейшая. Не было такого. Ну, хотите верьте, хотите нет. Бинт нужен, короче. Бинт, влажные салфетки. Я прямо оступилась на какую-то палку. Мне повезло, что рядом с озером располагается село Битюнг, и там живет лекарь-травница Ирина Петровна. Здравствуйте. Ой, вас Ирина Петровна зовут, лекарь. Ага, Ирина Петровна, здравствуйте. Я это возьму подорожник, вот чуть-чуть, вот так, Ага. и наложу на рану, вот так, положим сюда, Ага. вот так. Ирина Петровна народной медициной занялась 40 лет назад, а учил ее знаменитый якутский шаман Никон, человек, о котором до сих пор говорят с замиранием сердца. Сегодня к Ирине за лекарствами ходит вся деревня. От любой болячки у нее есть свой настой трав. Это как морсик с привкусом какой-то травки. Буманный тухтары была бумачегонная. Да-да-да, какой-то сбор вот травяной. Ничего химия, у нас тухтано, то туаго. Это все естественно. Ага, твоя. В самом Вилюйске мне удалось найти смельчака, который обещал нам показать вилюйские котлованы и, возможно, найти путь к долине смерти. Степан Романович, охотник со стажем, проходил эту местность вдоль и поперек еще 20 лет назад. Вилюй – это самый крупный левый приток Невы, по протяженности около 2500 километров. Всю эту территорию неизвестности. Не зря говорят, что Вилюй – это аномальная зона. Первая карта бассейна Вилюя была составлена в середине 19 века известным исследователем Сибири и Дальнего Востока Ричардом Маком. Он прошел по тайге более 8000 километров, открыв месторождение многих полезных ископаемых. Именно Ричард Мак первым заговорил о долине смерти. В своих записках он сказал, что на берегу речки Алгы Тимирбич, в переводе означает «большой котел утонул», действительно находится гигантский котел Змеи. Над землей был виден только край странного объекта.
а внутри разрослись несколько деревьев. Ходили слухи, что точно такой же объект был обнаружен в середине 20 века при строительстве Вилюйской ГЭС. Фотографий сделано не было, и в процессе строительства котел ушел под воду. Ну все, поиски начались. По первоначальным источникам местом расположения долины смерти назывался правый берег реки Вилюй. При этом никаких более конкретных ориентиров не указывалось, и до сих пор нет. Многие уверены, что она спрятана на землях Мирнинского района, а есть сведения, что вообще в Сунтарах. Я решила проверить в Вилюйск. Что мы вообще ищем? Долина смерти – это такая местность, где охотники находили котлы диаметром 10 метров, изготовленные из очень странного, какого-то даже, возможно, внеземного материала, который не царапается, не ломается, ничего с ним не происходит. А территория, которая окружает эту долину, покрыта растительностью в 3 метра длиной. Версий происхождения этой долины множество. Версия номер 1 – инопланетяне. Самой распространенной версией возникновения долины смерти являются, конечно же, зеленые человечки. Тысячи людей, да и, возможно, вы сами, верите, что это база или кладбище инопланетян. Многие считают, что проявление высшего разума подробно описывается в эпосе Аланхо в виде битв между небесными богатырями и злодеями Нижнего мира. Да и сами местные любят рассказывать о странных светящихся объектах и следах на снегу. Вилюй – это просто рай для уфологов. Хотите верьте, а хотите нет, но есть зафиксированные показания венгийского охотника, который нашел пещеру, где были тела явно внеземного происхождения. Версия номер 2. Фрагменты космических ракет. Таинственными котлами являются фрагменты космических ракет, потерпевших крушение при запуске или отделяемые ступени. Вилюйская часть Якутии официально является одной из зон, где падают обломки носителей. Сами местные жители прекрасно об этом знают. Но если это ступени ракет, то тогда как Ричард Мак в 19 веке мог их видеть? Ведь тогда ни ракет, ни ядерных взрывов не было. Версия номер 3. Лаборатория СССР. Еще одна версия – это тайные разработки Советского Союза, точнее заброшенная ядерная лаборатория, которая в военные годы вела секретные исследования. Конечно, никаких документов или воспоминаний бывших сотрудников нет, это же тайная лаборатория. Интересный, конечно, вариант, но какие должны были быть разработки у Советского Союза, чтобы построить такую секретную лабораторию в наших сложных климатических условиях? Это не массовые галлюцинации, просто рядом с Вилюйском располагаются тукуланы, или другими словами, якутские пустыни. Еще одна загадка природы – песчаные насыпи посреди тайги. Ученые предполагают, что тукуланы – это огромная ледяная пустыня, которая образовалась 20 тысяч лет назад, а потом постепенно заросла хвойными растениями и стала просто песками среди тайги. Кстати, самые крупные тукуланы можно найти в бассейне реки Вилюй. Считается, что такие земли относятся к засушливым районам Якутии. Уже 10 часов пути. Степан Романович, далеко ли? Котлова нет, тут вот в таком местности она была. Вот такой, как раз. Вилюйские котлованы – странное явление, от которого даже зимой идет тепло. Степан Романович уверен, все это из-за подземных теплых источников. Я решила проверить здесь уровень радиации. Сейчас, конечно, мы не можем ничего сказать. Настоящая это котлован или пустышка. Я специально принесла с собой вот такой измеритель радиации, чтобы узнать, повышена она здесь или нет. Это хоть какие-то данные нам даст. Пойдем проверять. Полевой советский рентген-метр ДП-5В считает уровень радиации в микрорентгенах в час. Нормой здесь считается показатель в 25 микрорентгенов в час. До величины в 50 зона облучения допустима. Все, что начинается свыше 50, опасно для человеческого здоровья. О, ничего себе, резко повышается, уже 50, 60, мамочки, 70, Степан Романович. Ура! Камера работает! Кошмар! Я не знаю, что там действительно происходит. Да или я не знаю, в самом лесу. Но техника действительно отключилась. Как хорошо, что камера сейчас работает.
Вилюйск – один из старейших городов Якутии, который хранит множество тайн. Сюда можно ехать в поисках дивного звучания хамуса. Отличного отдыха наедине с природой. Так рыбки же больно. Волшебных озер, полных чистейшей воды, и даже ледяных пустынь, загадку появления которых не может разгадать ни один ученый. Столько чудес и аномалий я не встречала давно. Кто здесь постарался? Природа или высший разум, решать вам. Но при любом раскладе я получила незабываемый отдых, полный экстрима и странных открытий. Опять что ли? Не хочу, все, дайте отдохнуть. Отдохнуть хочу. Реально круто. Мне правда прикольно. Мне правда понравилось. Зачем люди путешествуют в необычные, даже аномальные места? Наверное, за определенной долей экстрима, которую лично я точно получила сполна. Вам этого не хватило? Милости просим! 1000 километров тайги и одна долина смерти, как и Волховство без сена. Вилюйск ждет вас, а меня ждут новые приключения. До встречи!